номер 224. Наклоняйся до моих очей и упашу, доклонися моих устов и кровью прославление, доклонися моего сердца и очисти. Хваль Твой Дух Святый, наполняй меня, доклонися до моих очей и упашу, доклонися моих устов и промолвлю прославление, доклонися моего сердца и очисти. Хваль Твой Дух Святый, наполняй меня, доклонися до моих очей и упашу, доклонися моих устов и промолвлю прославление, доклонися моего сердца и очисти. Хваль Твой Дух Святый, наполняй меня, доклонися до моих очей и упашу, доклонися моих устов и промолвлю прославление, доклонися моего сердца и очисти. Хваль Твой Дух Святый, наполняй меня. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Аминь. Ласка Пана нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и едность Духа Святого нехай будуть з усіми вами. И с духом Твоим. Погляди, Боже, на облегших помазанника Твоего, бо один день над одинцах Твоих лепшим за 1000 інших. Приходим в этот святый день, неделю, на святочную Евхаристию. Сегодня у Евангелия почуем, когда женщина будет просить гучно, как Иисус литовался над ее дочкой. И потом почуем, вера твоя моцная, поэтому эта дочка открывала для здоровья. И мы сегодня приходим с разными просьбами, разными молитвами. Нехай кожен з нас сотворил з верою і довірою, отдасть Пану Богу все. І нехай споділиться на Його крові. Святим Шоак даруємо за Дар'ю, з подякою Пану Богу за усердные ласки і просячи Божим благословення на початок учоби. Так само молитві вірників помолимося за Олександра, просячи для його области здоров'я і ласти миротання. Перепросим Бога за усі наші грехи, как мы годно могли скласть эту наисвятейшую охрану. Споведаемся Богу Всемогутному и вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, ушибком и занятванием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу наисвятейшую, за усёды Панну Марию,
усіх аньолов і святих, і вас, брати і сестри, помоліться за мене, дарована Бога нашого. Нехай смилуется над нами Бог Всемогутный, и отпустивши нам грехи, доведя нас до життя вечного. Амінь. Пане, смилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Хвала на вершинях Богу, А на землі супокой людям доброй волі. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе. Дякуем Тебе, Теля великой хвалы Твоей. Пане Боже, Владыку небесный, Боже, Отче всемогутный, Пане Сыне одинородный, Иисус Христе, Пане Боже, Баранку Божий, Сыне Отца, які береш на себе грехи світу, змилуйся над нами, які береш на себе грехи світу, прийми моління нашої, які сядеш праворушайця. Змилуйся над нами, бо тільки Ти святий, тільки Ти наш Пан, тільки Ти найвищий, Єсу Христе, з Духом Святим у хвалі Бога Отця. Молимся. Боже, Ты подрихтовал для тех, кто Тебе любит, великое духовное богатство. Наполни наше сердце горячей любовью до Тебе, как мы во всеми больше за все Тебе любили, и отримали обетцанным спадшему, якая больше за наши ожидания. Распана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живе и владарит у едности Духа Святого, Бог през усе веки вечные. Читание книги пророка Исаии. Так каже Пан: заховуйте правосудие и чините справедливость, бо хутко прийде збавление мое, и объявите справедливость мою. Сынов чудоземцев, якие долучились до Пана, как служить Ему и любить имя Пана, как быть Его слугами, усіх, хто заховує суботу, как не ганьбить Тебе, и тых, кто можно тримається моего заповету, у святу на гору мою святую, и устежу их у моим доме молитвы. Усеспаление ихнее и охляды будут Господову мне на охляднику моим, бо дом мой будет назван домом молитвы для всех народов. Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Нехай всі народи
всеми народами Его збавление. Нехай все народы славят Тебя, Боже. Нехай веселятся и радуются все племены, бо Ты судишь народы по воде правды, и племенами на земле керуешь. Нехай все народы славят Тебя, Боже. Нехай славят Тебе народы, Боже, нехай славят Тебе народы все, нехай Бог нас благословляет, нехай боятся Его все межи земли. Нехай все народы славят Тебя, Боже. Читание послания святого апостола Павла на Римлян. Браты, я кажу вам, язычникам, як апостол язычников я прославляю служение свое, как обудить рухливость сирот своих сводичев, и как довести до избавления некоторых из них. Бо коли откидывание их – это примирение для свету, то что ж тады их принятие? Коли не повстание до життя помилу. Дары и покликание Божие неизменные, як и вы неколи были непослухмяные Богу, а теперь помилованы працу послухмяности, гэтак и яны теперь непослухмяны. Как раз змилование над вами, и сами яны помилованные были, потому что Бог замкнул усих у непослухмяность, как усих помиловать. Это Слово Божие. Дякуем Пану. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Иисус обращает Евангелие о благодарстве и лечит всех хворых у людей, хоробы у людей. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. И с Духом Твоим. Читання Святого Євангелія Павла Матфея. У той час Єсус вийшов і скеровався у землі Тира і Сідона. І ось жінчина з Ханаана вийшла з тих околиць і почала кричати: «Змилуйся надо мною, Пане, сине Давида! Моя дочка тяжко опантанная злым духом». Але Єсус не отказал ей ни слова. Тады вучні ягоныя падышлі і прасілі яго: «Отпусти ее, бо яна кричить услед за нами». И он сказал в отказ: «Я посланы только до загинувших овечек с дома Израиля». И она подошла, поклонилась ему и сказала: «Пане, да поможи мне». И он сказал в отказ: «Негоже забрать хлеб у детей и кинуть щенятам». И она сказала: «Так, пане, але и щеняты ядуть крошки, які падають со стола господаров їхніх». Тады Єсус сказав їй у отказ: «О, женщина, великая вера твоя, нехай станеться тобі, як жадаєш».
І з гэтага моманту яе дачка стала здаровай. Гэта слова Пана. Хвала Тебе, Христе. Дорогие браты и сестры, перед хвилиной вы почули Евангелие. Ведаете, наиважнейшее, что тут есть, это то, что женщина попросила и была выслушана. Это самое наиважнейшее, поэтому мы сегодня приходим. Але з іншого боку треба докрануться і того, що знаходиться у середині. Бо каб гэта сталося, потрібна була перемена чоловіка. По-перше, хотел бы звернуть увагу на початок сьогоднішньої Євангелії. Коли эта женщина подошла и почала кричать до Иисуса: «Змилуйся, моя дочка тяжкая, опантанная злым духом». Видите, эта просьба этой женщины, и она в себе має просьби усіх батьків за своїх дітей. І сьогодні справді варто усвідомити, бо ми так хочемо добра шмат для своїх близьких. Усе робимо для їх, стараємося справді, чинимо усе з любов'ю. Але ще часами одної вельми важної речі треба, і передусім треба. Это верной молитва за них. Поглядите, дочка, опантанная злым духом. Мы одразу думаем, что это демон у нее сидят, кидают по всіх боках. Але это передусім зло, яка з тим справдим справа, яка може десь пошкодити этому дитяті. Сьогодні скільки перешкодів, скільки спокусів для наших дітей. И поэтому хто ж як не Пан Бог може допомогти їм, допомогти, як вони не загинули у этой штоденності. Бо справді, як глядиш часами на дітей, скільки, може бути і 10 років, вот таких філософів, що невідомо, що від життя хочуть. Бывают часами такие, что уже ничего не сделаешь у 12 годов. Бывают такие, что справді не ведают, что от життя хочуть. Тут могу добавлять, сами вы на это ведаете. Поэтому сегодня наше задание батьков – кричать до Пана Бога, как змиловался, как справді підтримав, как вислухав наші просьби. А з іншого боку, є справи дітей. Варто тепер подякувати за эту любов батьків, які все чинять, як тільки ми були щасливі. По-друге, мы чуем сегодня молитву. И варто задуматься, чому Иисус на початку не выслушал этой молитвы. Чому это так? Коли нам откроем звичайный катехизис, то можем там прочитать, какие есть warunки доброй молитвы. Там мы можем прочитать, что молитва повинна быть чистым сердцем, повинна быть на молитве сконцентрованная, вытривалые, верные, заносить молитвы с покором, с надеей и принять волю Божию. Напевно, вы это читали и добре знаете. А теперь поглядим на приклад этой женщины. Первая, вельми важная речь, она была с Ханаана. Это значит язычница. То есть, так дитя любила свое, хотела для добра, а она была неверующая. Какая молитва может быть без веры? И поэтому вот это самый первый момент, який был потребен у ее житті, это навертание. Познать по-справдному Пана Бога и Его добрыню у своем житті. И поэтому повторю, это первый warunок. Молитва повинна быть чистым сердцем. И к сопротиву, коли приглядеться до нашей штоденности, мы грешим двумя вельми простыми речами. Первое – это язычество. Никуда тут не денемся. Вот часами бывает так, что молимся, а коли что станется, то Пан Бог виноват. Увогуле тут треба задуматься розумом навіть, яке ми можемо мати претензії до того, до кого ми не звертаємося. Это первая речь. По-другое, коли мы потребуем якоїсь справді просьби,
то мы повинны самі навернуться. Колькі раз сам бачу, хтось приходить, каб помолиться, ставить записочку, але лічынец часами сам прошу, останьтесь на молитву, а найлепей посповядайтеся, и не адчуваю, что гэта зразумела для кагосьці, что каб адбылася, Пан Бог выслухаў, гэтага не хапае. Трэба чалавеку сапраўды з верай і даверай аднесціся. Поэтому сапраўды другая рэч, якой мы часто грашым, гэта нашай штодзённай такой летнасцю. Так, мы верым, што Пан Бог ёсць, ведаем, але не давяраем. І поэтому вельмі часто усюды навокал усё чынім, але яшчэ трэба аднаго вельмі важнай рэчы, простай малітвы. Стать на колени, сложить руки и попросить. Конечно, некоторые из вас скажут, просто нет. Так, ходим в костел, молимся, но добре вас ведаю, але часами бачим и отчуваем, что як Пан Бог не выслуховывает нас. Нават скажу больше, сам часами с этим спотыкаете, и тогда начинается парадзівана молитвы. Але есть вельмі шмат прыкладаў спаткаў у жыцці такіх сапраўдных веруючых асобаў, якія хоць і хварэлі, хоць і адышлі з гэтага свету, і верылі, давяралі ўсім сэрцам, але гэтую пакуту прынялі і сказалі вельмі проста: значыць, Бог так хоча. І тут ужо нічога не дадаш, бо сапраўды чалавек, які верыць, давярае Пану Богу, ён сапраўды згаджаецца, что нават можа і па-людску молитва не выслухана. Але мы ўсёй праўды не ведаем, што Пан Бог хоча зрабіць у нашым жыцці і як хоча нас унутрана перамяніць. Сёння мы прыходзім на Еўхарыстыю, прыносім нашыя просьбы, прыносім нашыя падзякі, наша праслаўленне. Усё у руках Божых. І калі на гэта воля Божая, то так станецца. Найважнейшее быть верным Ему, жить паводле заповедзяў, як было сказано у першым чытанні. І тады ўсё будзе вельмі добра, бо ўсё будзе па-Божаму. І няхай так будзе. Амин. Вызнаем нашу веру у одиного Бога. Отца Всемогутного, Створителя неба и земли, всего важного и неважного, и единого Пана Иисуса Христа, Сына Божьего одинородного, Зайца народженного, перед всеми веками, Бога от Бога, светло от светла, Бога соправдного от Бога соправдного, народженного, а не створенного, одиносудного Отцу, раз якого все сталося. И Он для нас, людей, и для нашего избавления, зашел с неба и втеловился от Духа Святого, с Девы Марии, и стался человеком, укрыжованный так само за нас, при Понским Пилате, был замученный и похован, и на третий день воскрес, погоде Писанием, и взошел на небо, сядись праворуч Отца, и снова придя в хвале, судить живых и померлых, и его володарству не будет конца. Веру Духа Святого, Пана и Животворцу, який Зайца и Сына походит, якому разом Зайцом и Сыном належить поклонение и хвала, який промовлял раз пророков. Веру в один и святый католический апостольский костел, вызнаю один и прост для отпущения грехов, и шагаю в воскрешение помилуй, и життя вечного в будущем свете. Аминь. Богу, який прагне любові больше, чим вяру, представим наши супольные молитвы и просьбы. Молимся за увесь народ Божий, как с недели литургии и он шерпал силы для подавания духовной святыни Костела. Тебе просим.
выслухай нас, Пане. Молимся за представников улады, чтобы они умели мудро выражать громадские проблемы и отдано служили своему народу. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за парафиальные супольности, чтобы они были прикладом христианской любови. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за хворых и терпящих, чтобы они через людскую доброзычливость полней познали Божию милосердность. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за удобных и самотных женщин, чтобы у супольности костела они знайшли допомогу и подтримку. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за нас, удельников по десятую мши, чтобы Божие Слово променило наше життя на ліпше. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за Дашу, з подякою Пану Богу за всі отримані ласки і просимши о Божьем благословенні на початок учоби. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за Александра, просимши о ласке, здоровья и о ласке навертания. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся во всіх інтенціях, за якими приходимо на эту Евхаристию. Молимся за кожного з нас, за наши семьи, за нашу общину, просим об супокое во всем свете. Молимся за особо хворые, тяжко хворые. Просим за всех добродеев и миродавцев нашей парафии. Молимся за пробужка. Просим, нехай добрый Бог выслухай наши покорные просьбы. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Боже, выслухай наши молитвы и учини, как мы, дякуючи Твоей милосердности, могли завсюду тешиться Твоей лаской, праз Христа Бога нашего. Аминь. Боже нашого Отча, просим, прийми, це ти вино наші дары. Он праці рук людських і хвали землі. Божа наш Отче, просим, прийми. Божа наш Отче, просим, прийми. Божа наш Отче, просим, прийми. Все, что мы от Тебе маем в житті, нашую радость, боль, красу и любовь. Божа наш Отче, просим, прийми. Божа наш Отче, просим, прийми. Молитесь, братья и сестры, как мою и вашу объяву принял Бог и Отец Всемогутнего. Нехай Пан Бог прийме офяру з рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, от Отца на корысть нам и всему Костелу Святому. Прими ласковый Отче этой дары, у яких отбывается чудовная перемена, как мы отвернувши Тебе Тое, что от Тебе поводить, могли принять Тебе самого в Твоим Сыне, який живи и владарец на веки вечные. Пан с вами, И с Духом Твоим. упору сердце, Узносим мы на Пана. подякуем славу Богу нашему. Благодатна и справедлива. Соправдиводна это и справедлива, слушна и избавленна, как мы завсюди и усюди Тобі складали подяку. Пане святий Отче, усемогутний вечний Боже,
праз Христа Пана нашего. И Он своим нараджением с Девы Марии одарил человечество новым житьем, своей мукою знищил наши грехи. Повстанием с мертвых дал нам телу житие вечное, а узыходячи до Тебе, Ойча, отчинил нам брамы неба, тому завелами и святыми мы обвещаем Твою хвалу, разом с ними устрекаючи. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Осанна на вышине, благословенный Той, кто приходит у имя Пана. Осанна на вышине. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святости, тому єдності з усім костьолом. У перший день тижня, коли Ісус Христос воскрес и спаслав на апостолов Духа Святого, праз Христа просим Тебе, усемогутный Боже. Освяти гэтыя дары росою Духа Твоего, каб яны сталіся для нас телом и кровью нашего Пана Иисуса Христа. И Он, коли добровольно выдал себе на муки, узял хлеб и, подяку Тебе складаючи, ламал и раздавал своим учням, кажучи: «Берите и ешьте з гэтага ўсе, бо гэта есть тело Мое, якое за вас будзе вылито». Подобным чином по вечерю взял келих, знов Тебе подяку складаючи, подав своим вучням, кажучи: «Берите и пейте з яго ўсе, бо гэта ёсць келих крыві Маёй, нового и вечного заповету, якая за вас и за многих будет пролита для отпущения грехов. Это чините на мою память». Это великая таямница веры. Обещаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и читаем Твоего Христа в хвале. Вспоминаючи смерть и смерть повстания Твоего Сына, ахвяруем Тебе, Пане, хлеб життя и келих избавления, дякуючи, что учинил дозвольными стоять перед Тобою и служить Тобой. Покорно молим Тебе, как усих нас, примающих тело и кровь Христа, Дух Святый собрал в одно. Памятай, Пане, про костел Твой рассеял по всем свете. Удосконали его в любови разом с Папом нашим Львом, Бискупом нашим Юзефом и усім духовенством. Памятай так само про братов и сестер наших, якія посмолил надею на воскрешение, и про всех, кто в Твоей ласце одушел с этого свету, и дозволим убачить святло обличия Твоего. Просим Тебя, смилуйся над усіми нами, как мы заслужили удел в житті вечном, у єдності з Найсвятейшей Богородицей Панной Марией, со святым Юзефом и ее братником,
со святыми апостолами, со святым архангелом Михаилом, з нашими святыми анёлами-охотниками и усими святыми, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з ними мы хвалили и прославляли Тебе, праз Сына Твоего, Иисуса Христа. Раз Христа с Христом и у Христе, Тебе, Боже Ойче всемогутный, у едности Духа Святого, уся пошана и хвала, раз усе веки вечная. Помянув же избавленные заповеди и Божьим наставлением наученные, осмеливаемся казать. Ой, наш, который есть в небе, святится имя Твое, приди царство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего ежедневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас в спокусу, але избавь нас от злого. Просим Тебе, Пане, избавь нас от всего слова, дай ласкаво супокоить дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, как мы были завсёды вольны от греху и закованы до всякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и пристя Збавца нашего Иисуса Христа. Вот Твое благодарство и мощь и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, але на веру костела Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и верностью, яки живешь и владаришь на веки вечные. Аминь. Супокой Пана, нехай завсёды буде з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Які грешна всякий грехи світу, змилуйся над нами, баранку Божий, які грешна всякий грехи світу, змилуйся над нами, баранку Божий, які грешна всякий грехи світу, одари нас упокоєм. Вось баранок Божий, вось той, хто бере на себе грехи світу, благословенне покликане на вечеру и огонь. Пане, я не варта, как Ты вошел до меня, але скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя.
Христа. Зараз ми будемо вдома. Сила Христа. Сила Христа. Сила Христа. Сила Христа. Сила Христа. Зараз ми будемо вдома. Сила Христа. Она гора наша, следовала нам, сегодня верным слугам пьем приносит дар. Утаенным в хлебе отдает себе, грешникам знамение милости дает. Хлебно Богом слушать нас, у святой коммунии сыны Божии вы, лечит души дара, тела и рыб. Господи, память Божие свято, у правдивым вере вечное житье. Вино с Богом дружать нас, Пана згода наша, подарує грех, примем яко серця, блаженстве суте. Пощадіться низьких, Богу завчас, Иисуса потела, подражали нас. Хлеб и вино Богом дружать нас. Иисус и примится всякого добра, В'язання дорога нашого життя, освяти наш розум, серце запали, нас твою як вікай, Єзу подари. Хліб і вино з Богом дружать нас, будем упокоить, святости просить. Бог наш милосердный нам благословит. Пресвятую споведь сердца очищать, тела таямницу водно споживать. Хлеб и вино с Богом дружать нас. Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, alleluia. Laudate Dominum, omnes gentes, alleluia. Alleluia.
Молимся. Добрый Боже, Ты праз гэты сакрамент дал нам удел у житии Твоего Сына. Покорно от Тебя просим, да поможи, как мы верно наследовали Его на земле и могли удельничать у Его небесной славе, яки живи и благодарить на веки вечные. Объявы душпасторские, 20-я неделя звычайная, 20 жнивня в четверг вспомин святого Бернарда, аббата и доктора Костела, 21 жнивня в пятницу вспомин святого Пия X, папы, 22 жнивня в субботу вспомин святейшей Панны Марии Королевы. Триває місяць жнивень, яким традиційно молимося в інтенції цвярозості в наших сім'ях і нашій батьківщині. Сьогоднішня неділя інвестиційна, ахвяри призначаються на будову. Щиро дякую за вашу ахвярність. У суботу, 22 жнивня, свята імша буде тільки у 9 годин. У нашій каплиці триває адорація Пана Єзуса у Найсвятейшому сакраменті от 14 до 19. У суботу адорації не буде. Дякую за аквірування на будову святині, за спів і оправу літургічну, за прибирання каплиці, Оксані за пригожі декорації на урочистості небовзяття Найсвятейшої Панни Марії і тим, хто дежурив. Помолимся за тих, хто на гэтым тижні святкує дні народження, іменини, юбілеї, хто чекає народження дітей. Помолимся за добродеїв і передавців нашої парафії, а так само нових добродеїв будівництва санктуарія Божої милосердності і за нас, доручаючи кожного поособку, Отець і Маті Божої Руженцової і святого Архангела Михайла. Твоей обороне отдаемся. Святая Богородица, у наших потребах не погождай молением нашим, и от усялякой злой пригоды выбавляй нас завсюды. Анна хвалебная и благословенная, о Пане наша, опекунка наша, сутешальница наша, Ты заступница наша, Сыном Своим нас поедай, Сыну Своему нас доручай, Сыну Своему нас отдавай. Святый Архангел Михаил, Бережи нас у змагании, будь нам обороною, супроть спокусы и пастор злого духа. Покорно просим, някай его знищи Пан Бог, а Ты, князю войска небесного, могутностью Божией, скинь у пекла шатана и лиши злых духов, якие на звуку душ снуют по свете. Аминь. жадаю всем доброго дня и на этот час примите Божие благословение. Пан с вами. И с духом твоим. Нехай благословить вас Бог всемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Аминь. Идите в супокое Христа. Дякуем Пану Богу. 255. Ни светильник, ни солнца, ни месяц над землю. Святили взорки Твои, и освячали душу. Таких не светили, ни солнца, ни месяц над землю. Святили взорки Твои, и освячали душу. Тихая, покорная, Мария, Матерь Божия, небесной любовью преданная, Мария, Мария, тихая, покорная, Мария, Матерь Божия,